Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Стой! Не двигайся! Не двигайся! Здравствуй! Не двигайся! Еще раз. Да, я неправильно вчера рассказал. Еще раз анекдот про этого, как его зовут? Этого. Про кого? Про Аллу Пугачеву. Про Аллу Пугачеву. Еще раз скажи мне. Как называется? Кто такой? Муж бабушки, но не дедушка. Вот, все. Я неправильно сказал, блядь, своей жене вчера. Она не поняла. Муж бабушки, но не дедушка. Вообще, это не... Я сейчас там так хохотался. Нет, у тебя классно получается, говорю, вообще. Видел тебя и у Аллы, у рыжеволосой мадам видел. Молодец. Отличное общение. Меня записывали? Окей. Стрим. Саша Бабычев сделал со мной тоже интервью. Стрим? И Сашу Бабичева знаю. Да. Как бы, ну. Да, он сделал со мной, да, я ехал, он с ним тоже разговаривал, на следующей неделе выйдет, он мне сказал, что он меня записывал. Но мне все равно, записывай меня нет на руки. Не получается моя охота. Один вопрос можно? Один вопрос. Да. Это дом на колесах или что это сзади тебя? Это дом на колесах, да. Меня жена выпустила из дома. Выгнала. На охоту. Нет, выпустила. Выгнала. Если выгнала, я бы был самый счастливый. Но не выгоняет. Не, но я обожаю свою жену, она богиня. Но я выпросился из дома. Я выпросился своей жены, говорю, дай пожить, дай мне хоть неделю. И у меня просто получилось, мне дали разрешение на отстрел на 1 неделю. Я говорю, отпусти меня. И она меня отпустила. Я уехал, а у нас вода, поднялась. Я теперь не могу охотиться, потому что закрыли. Можно так дом посмотреть? Мне просто всегда эта вот тема мне всегда... Конечно. Нет, пожалуйста. Нет, послушай, вот, пожалуйста, покажу. Сейчас. Так лучше будет. Ага. Если у нас так стоит сейчас. Вот. Это мои соседи, смотри, вот. Это соседи. Вы где-то на паркике, да, там вот это? Да, это если вот пацаны стоят, с которыми я охочусь, это вот моя машина, это мой автобус. Обалдеть. Такой вот, да. Смотри дальше, вот я эту машину, Range Rover нельзя тянуть за собой, но у меня переделано, я попросил Range Rover, чтобы они переделали мне все вещи, потому что она полноприводная. Я вот так я ее цепляю вот за эти штуки, видишь? И эти штукенцы сюда идут. И она подключается задний цвет, там они тормоз, чтобы его видно. Вот натянет все это. Я понял. А внутри можешь показать, как устроен быт? Покажу. Очень. Но, интересно. подожди секунду. Перед тем, как я тебе покажу, скажу такую вещь. То, что сейчас увидишь в середине, это не куплены. Они идут по другие. Просто моя жена, понимаешь, у нее другой стиль. Она сказала, нахрен вырвать все. Теперь все переделать. То, что мы пошли в Акию и сделали все другим цветом, и перекрасили, все переделали. То, что такое ты не можешь купить, должен сделать сам. Мне просто интересно, как устроено все изнутри. Понял, да. Теперь теперь я открываю дверь. Вот я сейчас с тобой захожу в середину. Но это я сейчас воду купил, извините. Сейчас я включу свет. Вот так. Блин, слышишь? Шикарно. Нет, это шикарно. Это вот смотри, вот здесь спят мои дети, если они едут с нами наверху. А вот здесь ведется, видишь, вот здесь. Ну, я понял, техническая зона, да? Да, где-то ведешь эту машину. И вот ты сюда идешь. Ай-яй-яй. Кухонька. Кухонька. Да. Видел? Microwave and all that stuff. Микроволновка. Это fridge. Холодильник.
Да, это холодильник, да, холодильник. Он работает на газе, и он работает на газе, он работает на электричестве и на батарее. Вообще супер. Вот, вот такой. Но это все переделано. Ну, это гардеробная, я понял, да. Да. Но это сами делали. Это такого нет. Вот туалет, сейчас покажу. Вот туалет, сейчас включу свет. Вот. Ну, классно. Туалет. Душик. Мытье. Душик, Да. ручки. Да, горячая вода, все как положено, да. И вот там вот такой вот типа. А вот теперь, Вот такой вот. может быть, будет нескромный вопрос. А сколько встало все это удовольствие? Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным? Тю. Ну, Такой автобус. Разница разная. У меня их два. Есть большой и маленький. Это маленький. Потому что, понимаешь, когда у тебя жена это маленький? на каблуках и пальцах, да. Подожди, сейчас объясню тебе. Когда у тебя жена на каблуках и пальцах, понимаешь, приходится жить, деньги делать, чтобы это... Надо соответствовать. Да, красивая жена стоит очень дорого, как все говорят. Ну, так вот, объясняю. Это маленький, да. Этот очень удобный для того, чтобы, знаешь, в горы поехать. Потому что на большом ты не поедешь в горы. Он 50 фитов. Этот 30. Я не в метрах, я не знаю. Я понял. Я понял. Ну, фиты, я помню, это ваша мера длины, я понял. Да. Это 30 фитов. А большой наш, он 50 фитов. Он здоровенный. Этот сделан больше как ширпотреб. Нифига себе, тот... Ширпотреб. Нет, но тот, так называется, тот серьезный, тот очень серьезные деньги стоит, но не имеет значения. Дело в другом. Дело в том, что, например, шасси, самое главное шасси. Есть шасси фордовское, а есть шасси мерседесовское. Вот мой друган, у него мерседесовский, видишь, вот. Ага. Вижу. Да. А у меня Ford. Вот видишь, смотри. Ну, у меня Ford 4 и 450. Так вот, объясняю, что происходит насчет такой жизни. Это вот такая вот бандура, стоит где-то 160 тысяч. Больше-меньше, может 140, 160. И потом, как только ты, это называется, ты его купил, твоя жена умная хочет, чтобы ты его весь нахрен вырвал и переделал. И все коммуникации в этой херне переделать, и здесь начинаются серьезные деньги. И это еще где-то 60 штук сверху. Ну, где-то roughly ты... Ну, 200-250, грубо. Нет, это много, 200 это много. Где-то по 200 будет нормально. 200. Где-то 200 это вот нормально. Да. А проблема в том, что чем хорош Ford. Ford есть, так мы живем в Америке, понимаешь, есть и вообще по всему миру. Фордовская система, у них классная инфраструктура parts. Ну, эти, сломалась, я могу в любом месте починить. В Мерседесе это вообще, нужно идти к дилеру. Ну, это проблема, скажем так, да? В Мерседесе. Да. И Мерседесы дизельные, а у них это вот DEF fluid, это доливается, которая дизельная. Это такой, понимаешь, зависит тоже от дизеля тоже. Если дизель чистый, нормальный. Но это дизель чистый находится в дорогих районах. А если ты заезжаешь, я там хрен знает туда, по Средней Америке, там тоже все говно, грязное. То есть вот так это работает, да. Но также зависит все, где ты его паркуешь, потому что есть дешевые парковки, но там чернятник, понимаешь? И в чернятнике там воруют все, а что на улице ставить нельзя, нужно постоянно. Там снимают все. Да. Или есть, чтобы ты просто знал, здесь где-то самое дешевое, в нормальном районе, самое дешевое 150 ночь. Евро. 150, долларов. Ночь. Именно долларов в Америке, да. Ночь, да. Да, ты подключаешься к электричеству, ты подключаешь воду, и стек всего отходов стекается по трубе в землю. Эти вот разговоры, которые люди разговаривают,
как сказать, которые люди говорят, что в Америке живут в трейлер-парках, все дела, это не тот, это смех и грех, это смешно. Небо. Ты Вот идиот. Это, это вот игрушка, понимаешь? Да нифига себе, ну дорогая игрушка. Рыжеволосая мадам, надеюсь, сейчас тебе привет передаст. Вот Кала вообще пришла ко мне. Я видел Аллочка, я видел, как вы с ними общались, да. Ну, мне Да. домик И, показал. Да, Мечта. Дороже, но я тебе расскажу такую вещь. Я лодочник, я очень люблю лодки. И лодка для меня намного важнее, чем автобусы. Но автобусы, он очень удобный, потому что, знаешь, я не люблю спать в отелях на чужих подушках. Ну, конечно. Слушай, я машину прицепил. Да. Какой, ушел. вот, ребята спрашивают, а сколько вот тут большой, сколько стоит? Ну, это где-то 200, да, мы определились. Большой дорого. Я не хочу. Я понял. Больше лям. Больше. Но смотри, я сейчас говорю, называется привоз. Привоз. Это такие автобусы, как вот в России они ездят. Такой, из него делают такой держи. Называется привоз. Вот пойдите на интернет, загуглите и посмотрите привоз for sale. И вот вы увидите, сколько это стоит. Ну, понял. Лямы выше, короче. Ну, шикарно, ну, как бы, мобильность, поехал туда-сюда. Да, но я использую, опять же, я же лодочник, понимаешь, мне нравится, на лодку сел и ушел. Я больше нравится, потому что здесь трафик, люди, кто-то гоняет, тебя подрезают, это нервы. Я уже дядя, знаешь, уже дядя уже старенький, мне хочется, знаешь, красиво жить, с сигаркой, с девочками, с женой красивой, и все. Согласен. Че мне, знаешь, что мне напрягаться? Согласен. Вот и все. Ну, спасибо за беседу. Побегу дальше. Отличного отдыха. Спасибо большое. Отличной охоты. Вам также. Ни хвоста, ни пера. Спасибо. Как у нас говорят. Молодец. Спасибо большое. Всем Давай, man. Если что,